Здравствуйте, это новости Татарстана, в студии Даяна Саитова. И вначале коротко обозначим главные темы выпуска. Новейшее оборудование, улучшенное управление и увеличенная дальность полета. Впечатления от полета остались самые хорошие, самые приятные. На вертолетном заводе прошел испытательный полет модернизированного «Ансата». Новую модель одним из первых увидел Рамиль Галиуллин. Праздники и прививки. 31-го прививку все-таки не делаем, поскольку все равно бокал шампанского в Новый год традиционно он положен. Как встретить Новый год и подготовиться к вакцинации, узнал Дмитрий Аренин. Неподъемный долг. Мы просим год, чтобы дом у нас не отобрали, мы его выкупим. Из-за задолженности банку семья из Елабуги может остаться на улице. О непростой истории Рамиль Шайдуллин. Чем угощать будете? Надо на столе, чтобы было побольше зелени, побольше овощей, круп. Какое блюдо обязательно должно быть на столе в новогоднюю ночь? Подробности у Натальи Мезиной. Он открывает хорошую перспективу для отечественного рынка и экспорта за границу. Сегодня Владимиру Путину сообщили о первом испытательном полете модернизированного многоцелевого вертолета «Ансат», собранного на КВЗ. При разработке винтокрылой машины конструкторы использовали целый ряд новых технических решений. Апгрейд произошел по просьбе заказчиков. Напомним, что сегодня «Ансаты» нашли применение в санавиации, МЧС и пассажирских перевозках. Рамиль Галиуллин одним из первых увидел мощь и маневренность новой машины. Полет задним ходом – все на небольшой высоте. С такого маневрирования над заводским аэродромом начинаются испытания модернизированной модели вертолета «Ансат». Каждое движение под присмотром разработчиков и инженеров. Испытание за испытанием «Ансат» проходит легко, сполна оправдывая свое название. В переводе с татарского означает «легкий на подъем». К слову, новая модель действительно легче своего предшественника. Но дело не только в весе, но и в управлении, говорят испытатели. Улучшены устойчивость, управляемость, маневренность. Сказать, что этот вертолет гораздо лучше, чем предыдущий, конечно же, это правильно. После этих полетов мы будем проходить испытания на данном воздушном судне по программе, которая у нас предусматривает порядка 25 полетов. Кроме того, в машине установлена современная топливная система. Баки увеличены почти на 200 литров. Ключевое изменение новой модели – это дальность полета. Теперь она увеличена с 500 до 640 километров. К примеру, этого хватит, чтобы облететь весь Татарстан без дозаправки. Модернизация «Ансата» велась в рамках контракта Минпромторга России. Разработка обошлась в 230 миллионов рублей из федерального бюджета. Напомним, «Ансаты» нашли применение в санавиации, в пассажирских перевозках и спасательных операциях. В следующем году Винтокрылова снова ждет апгрейд. Его оснастят автопилотом и противообледенительной системой. Это позволит машине работать в условиях крайнего севера. Это опять-таки запрос медицины, потому что в медицине надо летать при любой погоде. Дальнейшие планы по его развитию – это модернизация несущей системы. Сейчас у нас в стадии уже изготовления опытные комплекты лопастей с современными аэродинамическими профилями. О новом детище казанских инженеров сегодня говорили в Москве. Как прошел первый испытательный полет «Ансата», Владимиру Путину доложил премьер Михаил Мишустин. Российская машина, вы это хорошо знаете. «Ансат» можно применять практически в любых целях, и поставки этой модели региональным авиакомпаниям мы планируем уже в новом году. Эту новость президент России воспринял позитивно, отметив, что это событие для дальневосточников как новогодний подарок. «Ансат», да, знаю, он полетел. Не забывайте, пожалуйста, и про другие транспортные средства, включая Ми-38. Он имеет хорошую перспективу для нашего отечественного рынка, но и на экспорт пойдет очень хорошо. Эксплуатанты «Ансата» уже увидели первый полет новой модели вертолета. И уже есть заказы на 7 машин. В серийное производство «Ансат-М» выпустят к концу следующего года. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. И еще одна важная экономическая новость. Татнефть укрепляет сотрудничество с Казахстаном. Нефтяная компания Татарстана и правительство Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве в области машиностроения. Документ подразумевает господдержку на создание современного высокотехнологичного производства автомобильных шин в Казахстане. Напомним, этот совместный проект уже успешно развивается, и данное соглашение станет дополнительным стимулом для стратегического партнерства между Татарстаном и Казахстаном. Совместными усилиями рассчитываем создать новое экологичное
производства более 1100 высокотехнологичных рабочих мест. И это не только в шинной промышленности. Наш проект окажет и синергетический эффект и на все смежные отрасли экономики Казахстана. К другим новостям. Ситуация пока стабильная, но на спад пандемия в Татарстане пока не идет. Об этом сегодня заявили в Роспотребнадзоре республики. Как отмечают специалисты, за время новогодних праздников ситуация, что называется, может качнуться как в ту, так и в другую сторону. На всплеск ковида могут повлиять новогодние праздники. Спаду же должна поспособствовать набирающая обороты вакцинация. Дмитрий Аринин с последней в этом году пресс-конференции о эпидобстановке. Мы пока еще держимся на таком, так скажем, стабильно несколько высоком уровне. Как отмечают в Роспотребнадзоре, о спаде пандемии, так называемом плато, говорить пока рано. По данным Минздрава, от коронавируса в Татарстане скончались 185 человек, в том числе 20 медиков. 14 случаев официально подтверждены, по 6 идет расследование. Наш регион врачи поделили на 5 медицинских округов. Наибольшая смертность в Центральном и Северо-Восточном. Мы переходим на так называемый усиленный вариант работы в новогодние праздники. Амбулаторное звено будет работать ежедневно. Соответственно, стационары, естественно, свою работу не прекращают. Коечные фонды на данный момент не сокращаются. Нам важно понять, как это будет проходить в первые дни после праздника и во время праздников. Татарстанцев и туристов призывают не забывать о мерах ковид-безопасности. Чрезмерная расслабленность может обернуться всплеском заболевания. Тем же, кто решил в эти дни сделать прививку от ковида, советуют несколько дней воздержаться от употребления алкоголя до и после вакцинации. Процесс выведения алкоголя у разных спиртных напитков, да, Владимир Владимирович, по-разному. Договоримся так, что 31-ю прививку все-таки не делаем, поскольку все равно бокал шампанского в Новый год традиционно он положен. И, соответственно, 1-2 тоже воздерживаемся. И уже с 4 числа, я думаю, можно смело пойти на прививку. Да, по графику работают поликлиники. Сейчас от коронавируса в Татарстане привились более 1000 человек. На днях в республику поступила очередная партия «Спутник Ви». До февраля ею планируют привить почти 200 000 желающих. Другая вакцина «Эпивак Корона» пока проходит испытания. Прививки у нас добровольные, бесплатные. И на сегодня каких-либо ограничений и последствий в части вакцинации не зарегистрировано. Это для населения безопасно. И именно поэтому вакцина и получила доступ на рынок для того, чтобы уже проводилась массовая вакцинация. Как отмечают эпидемиологи, под знаком вакцинации от ковида пройдет весь следующий год. В планах сделать возможность записаться на прививку через портал госуслуг. Дмитрий Арин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. В Татарстане зафиксировано 4 случая смерти от коронавируса. Умерли женщины 62, 63 и 85 лет и мужчина 67 лет. Таким образом, число погибших от ковид в Татарстане достигло 189. Всего в республике за сутки зафиксировано 94 новых случая заболевания. В России продолжается небольшое снижение количества заразившихся за сутки – 26 513 случаев. Большинство по-прежнему в Москве – 5105 человек. Практически не изменилось число заболевших в Санкт-Петербурге – 3764 случая, и в Нижегородской области – 503. Стабильная картина и у соседей. В Ульяновской области – 282 человека за сутки, в Самарской – 305, в Чувашии – 114, в Мариэл – 51. В Башкортостане продолжает расти количество заразившихся – 169. На сегодня в нашей республике уже вакцинировано 1720 человек. В Татарстане установили карантин из-за распространения африканской чумы свиней. Вторая вспышка произошла в Заинском районе. Очаги находятся в Багряжском и Карамалинском охотничьих хозяйствах. Напомним, в Елабужском районе нашли павших кабанов с чумой. На время карантина в 23 районах республики запретили продажу свиней и мяса, за исключением продукции промышленного производства. Также запретили закупку свиней у населения, перевозку животных, пересылку свиноводческой непромышленной продукции, выгульное содержание и вывоз свиней. Ограничения будут действовать до особого распоряжения.
За долги отвечают жильем. В непростой ситуации оказалась семья Облокотимовых из Елабуги. Им грозит выселение из дома за долги банку. История началась 4 года назад. Они взяли кредит на расширение магазина, но подрядчик, который должен был выполнить работу, по их словам, получил деньги и пропал. Сумма ущерба порядка 4 миллионов рублей. С процентами набежали почти 7. И если в счет оплаты банк заберет дом, то на улице окажется вся семья. Как ситуацию объясняют в банке? Все детали этой запутанной истории расскажет Рамиль Шайтуллин. 3 миллиона 880 тысяч. Из них 100 тысяч они сделали ограждение и тротуарную плитку. И все. И все. Куда делись остальные? Больше 3,5 миллионов рублей не знает ни Айгуль Облокотимова, ни ее муж. Но вернуть их супруги пытаются уже больше 4 лет. С тех пор, как решили расширить свой небольшой магазин. В 2016 году мы получили разрешение на расширение строительства и заключили договор с генподрядом Шияповым Русланом. Подрядчик, по словам женщины, пообещал сразу же приступить к делу. Не хватало одного – денег. Нас торопили, быстрее деньги нужны, вы нас подводите. Мы уже заказали сэндвич-панели, мы уже заказали материалы, а вы до сих пор деньги не даете. И нам предложили сделать ипотечный кредит. Кредит они взяли под залог дома, которого могут сейчас лишиться. Долг банку супруги собирались выплатить через 3 года от доходов магазина. К этому времени он должен был стать больше и приносить больше денег, но так и не стал. По словам пострадавших, только начав, подрядчик бросил работу. Он говорит, у меня ничего нет, я ничего не знаю, денег у меня нет. Я говорю, ты понимаешь, я сейчас в полицию буду обращаться. Обращайся, ничего страшного, 3 года отсижу. В октябре прошлого года супруги обратились в полицию. Месяц назад их признали потерпевшими и возбудили дело. По данному происшествию возбуждено уголовное дело по признакам статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Ведется предварительное расследование. О результатах расследования потерпевшей стороне будет сообщено дополнительно. С момента получения кредита прошло 4 года, и банк уже 2 года как требует вернуть деньги, либо продать имущество. Суд принял их сторону. Дом выставлен на торги. Покупателей не нашлось. Банк теперь собственник дома. На сегодняшний день банк является законным собственником жилого дома в связи с тем, что кредитору в счет погашения задолженности должников уже было передано указанное выше недвижимое имущество в собственность, возврат его на безвозмездной основе и восстановление прав бывших собственников невозможен. Вот это наш родительский дом, семейный очаг. Это дом – единственное жилье Облокотимовых. Он принадлежал их матери, на ее имя и был оформлен тот самый кредит. Здесь живут сами супруги, их маленькие дети и еще 2 семьи родственников. Теперь все они под угрозой выселения. Мы сами работаем, мы никуда не убегаем, не скрываемся. Хотим, чтобы нам дали отсрочку, и в любом случае мы выплату сделаем. Отсрочку банк уже дать не может. Семье несколько лет и несколько раз давали время на погашение задолженности. Учитывая, что магазин работает, они могли воспользоваться этой возможностью. И почему этого не сделали – большой вопрос. Сейчас все зависит от того, найдут ли правоохранители подрядчика и что он им скажет. Рамиль Шайдуллин, Ринат Сафин, Ильшат Аюпов, Рамиль Закиев, ТНВ, Елабуга, Набережные Челны. Маршрут особого контроля. Что происходит с автобусом в Константиновку, Казани после смены перевозчика? Читайте в интернет-газете «Реальное время». Внесено изменение в указ о премии имени Гавриила Державина. Теперь литераторы и юристы будут получать ее в разные годы. Начиная с 2021-го республиканская премия будет вручаться 1 раз в 2 года. В наступающем ее получат писатели, в 2022 году юристы. Итак, предпоследний вечер года. Самое время наряжать елку, если вы до этого не успели. Сегодня в Казани был настоящий елочный ажиотаж. Горожане массово раскупали пушистых красавиц. Продавцы это называют эффектом отложенной покупки. Почему без елки Новый год не Новый год, спросил Рамиль Шайтуллин. Стоит елка. Такая 800 рублей. А такая сколько стоит? Какой Новый год без красавицы елки? С этим вопросом Марат Мифтахов пришел на один из елочных базаров. Дерево нужно зеленое, пушистое и ароматное. Такое нашлось сразу. Очень хорошая елка, красивая.
для нашего дома. Купил вкусный козылык премиум для стола новогоднего. Настроение шикарное. В первую очередь казанцы идут за двумя видами хвойных, за елками и соснами. На таких рынках по городу есть и те, и другие. Что-то берут заранее, что-то за день до самого торжества. Ольга Гибадулина не помнит ни одного Нового года без главной пушистой красавицы. Вот и сегодня выбирает самую лучшую. Дети выросли. Обычно раньше мы брали, а сейчас как-то, подумала, почему бы не взять. Для новогоднего настроения. Вроде как да. В топе запросов елки, сосны и пихты. Традиционные деревья, деревца из веток и даже веники. К празднику, говорят продавцы, раскупают все. Раскупили дня 2 назад сосны, а елки числа с 25-го только начали покупать. Обычно все уходят за пару дней до Нового года. Это по своему опыту знает продавец Гульнара Владимирова. Работает уже 16-й сезон. И пик всегда в выходные и 31-го. 31-го берут, да, прям даже перед уходом. До 8 и до 9 работаем, но уж кто-то там на веселе туда-сюда, тем более уже берут. Вот один из казанских дворов накануне. Здесь водили хороводы. А вот второй. В центре главное украшение. В лесу родилась елочка. В лесу она росла. Зимой и летом стройная, зеленая была. Метели пела песенку, спи, елочка, бай-бай. Мороз снежком укутывал, смотри, не замерзай. И хотя сегодня за елкой уже не идут в лес, а сразу на рынке, но и сюда она попала именно из леса. Поэтому все эти слова о ней, пушистой красавице, главном украшении праздника. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Уходящий год белой крысы сменит год металлического быка. При подготовке праздничного новогоднего стола не стоит забывать о том, что животное травоядное. Что выбрать, мясо или птицу? Какой салат приготовить и что подать к чаю гостям? Наталья Мезина расскажет, как устроить царский пир на Новый год у себя дома. Это сон какой-то. Минуточку. За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет? Банкеты переносятся из ресторанов домой. В этом году подход к царскому застолью диктует не только коронавирус, но и символ Нового года – металлический бык. Животное травоядное, а значит и на столе больше зелени, овощей, фруктов и злаков. Маринованные огурцы, помидоры и грибы будут как нельзя кстати. Не обижаем и символ уходящего года. Чтобы мышка не обиделась, мы им оставили сыр, чтобы он с добром ушел, а мы с добром и со здоровьем приняли Новый год. Какая гадость, это ваша заливная рыба. Но почему же гадость, Ипполит? Ведь в этом году именно заливное из рыбы, либо холодец из курицы лучше предпочесть говядине и телятине, чтобы лишний раз не обидеть быка. Не стоит лишать себя и традиционных удовольствий. Татарстанцы уже точно знают, что будет главным блюдом на их столе. А горячий мы традиционно делаем плов, где много баранины. Конечно же, это салаты. Это оливье и сельдь под шубой. А еще из татарских блюд это далиш. Костыбы, чак-чак, коштели, торты, пирожные – все это бык оценит, ведь он очень любит сладости. В этом году пандемия нам подсказывает, Новый год лучше праздновать дома в семейной обстановке. А значит, главное внимание декора, ведь праздничная сервировка стола может запросто поднять настроение у ваших гостей. Итак, скатерть выбираем белого классического цвета, чтобы не раздражать быка. Тоже касается и салфеток. Ну а приборы выбираем стальные, цвета символа металлического быка. Теперь можно спокойно звать гостей и встречать новый 2021 год. Наталья Мезина, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Золото или серебро, красный или цвет металла. В преддверии Нового года модники и модницы ломают голову, в какой одежде и с какой укладкой правильнее встречать праздник. Металлический бык – символ года. У многих вызывает опасения. Так ли это на самом деле и какие цвета сейчас в тренде, выясняла Юлия Гоглева. Такое платье, конечно, оно идеальное. Здесь можно украшать разными украшениями. Эпидемия коронавируса не обошла стороной и моду. Из-за кризиса не до роскоши, в тренде рациональности, более сдержанные образы. При этом важно, чтобы ткани были натуральными. Это даже какие-то шелковые пижамные костюмы, это в белевом стиле платья, это какие-то светлые тона, это жемчужные такие серые либо золотистые оттенки. Символ наступающего года – металлический бык, а значит актуальными в 2021 будут все оттенки серого.
Без аксессуаров на Новый год никуда. Стилисты напоминают, с помощью украшений и в самом простом платье можно стать девушкой с обложки. Это не обязательно золото, серебро. Это, конечно, какие-то там камни. Это более винтажные украшения, чтобы поддержать именно ретро, винтаж. Если верить в астрологию, в красном платье и в костюме с принтом леопарда Новый год лучше не встречать. Все это быка только разозлит. Правда, не все модницы суеверны, а при выборе новогоднего наряда большинство женщин руководствуются чувством внутреннего стиля и интуицией. Дурным тоном, по мнению стилистов, станут слишком откровенные наряды, чересчур высокие каблуки. С прической все проще. Главное, чтобы волосы были ухоженные, в окраске акценты на натуральность. Наслоение, такие воздушные, естественные оттенки, естественные цвета, блеск, в основном гладкость, как полотно, особенно прямые волосы. У молодежи по-прежнему популярно окрашивание отдельных прядей в красный и даже в синий цвет. Парикмахеры привыкли и готовы выполнить любой каприз. Юлия Гоглева, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. В преддверии Нового года банк Аверс подвел итоги акции «Отметим юбилей вместе» для держателей карт MasterCard. Для участия в ней с 21 сентября по 20 декабря нужно было оплачивать товары и услуги картой банка Аверс. Победителями акции банка Аверс стали 600 человек. 300 из них получили сертификаты номиналом в 1000 рублей на приобретение топлива и других товаров на ТАИФ НК-АЗС. Еще 300 получили в подарок умную технику для дома. Я выиграла первый раз в жизни, даже в лотерею никогда рубля не выиграла. А здесь я выиграла целый приз, и это безумно приятно. Оказывается, все по-настоящему. Акция «Отметим юбилей вместе» проходила с сентября по декабрь. Участникам необходимо было оплачивать товары или услуги картой MasterCard от банка Аверс на сумму не меньше 300 рублей. Победителями стали клиенты, совершившие наибольшее суммарное количество операций. Я хотел поблагодарить банк Аверс за столь неожиданный сюрприз. Подарки получать всегда приятно, тем более, когда они... И тем более вдвойне, когда это происходит накануне Нового года. Такие призы для всех победителей. Среди них оказались и работники Нижнекамск-нефтехима, Казань-Оргсинтеза, ТГК-16, ТАИФ НК и других предприятий республики. Выйти на сцену, выступить и исполнить мечту. В Казани проходит фестиваль художественного творчества «Возьмемся за руки, друзья». Его участниками стали больше 600 татарстанцев с ограниченными возможностями. Это и взрослые, и дети. В этом году гала-концерт проходит в видеоформате. Его запись ведется в ДК имени Саид Галиева. В рамках фестиваля исполнили мечту двух участников. Булат Хидиятуллин побывал на тренировке «Рубина» в Сочи, а Иван Григорьев встретился с паркурщиками и попрыгал на батуте. Старая традиция собираться на улицах в этом году требует особого подхода. Казанские площадки будут работать только в фоновом режиме и без программы. Ограничение посетителей до 200 человек. Мероприятия соблюдения мер пройдут в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Куда пойти после курантов или где встретить Новый год на улице, узнала Лилия Кашфарова. 2021 можно встретить у телевизора, а можно заехать в него на коньках. Железных коней будут выдавать до 2 часов ночи. Программы не планируется, но в парке «Черное озеро» огни и музыка останутся с нами. Планета вертится, круглая, круглая. Обычно Новый год встречали и на катке «Черное озеро», и у центра семьи Казан, у главной елки. В этом году площадки будут работать до 3 часов ночи, но без программы. В этом году, к сожалению, в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, с тем, что год был довольно непростой, у нас отменены массовые культурные мероприятия в саму новогоднюю ночь с 31 на 1. Также в новогоднюю ночь в Казани работают 2 городские горки – в парке Горького и в Дербышках. Точки сбора не планируется, но на площадках будет играть фоновая музыка, работать ярмарки и гореть иллюминации. Весело будет и на самой светлой улице Казани. Отели переполнены, Баумана – главный центр притяжения туристов. А это значит, встретимся под часами. Челнинцы соберутся у главной елки на площади у мэрии. В 10 вечера салют, после видеодискотека. Праздничные программы пройдут в парке Сидоровка и в жилом микрорайоне Замеликеси. 1 января традиционная трезвая пробежка. В Нижнекамске в фоновом режиме будут работать 8 елок. Найти их можно в парке Тукаев, в парке Синья и в сквере Лимаева. В Альметьевске новогодняя дискотека. У центральной елки на площади Нефтяников горожан поздравит Дед Мороз, Снегурочка и президент. В
парке здоровья можно найти мастерскую зимнего волшебника, фотозоны и прокатиться на оленях. В целом рекомендации республики проводить мероприятия, но акцент при этом делать на мероприятия на открытом воздухе. Все мы знаем, ситуация непростая, но стабильная. Центральная елка может принять до 200 человек, а домашняя – собрать самых близких и встретить Новый год в безопасности. Лилия Кашфарова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Завтра на нашем канале большая новогодняя программа. Будьте с нами весь день и всю ночь. И наша программа новостей приготовила немало сюрпризов. Смотрите нас в 19:30. С наступающим Новым годом! Здравствуйте! В студии София Егорова. О погоде поговорим после полезной информации. Время новогодних подарков от Данил Мастер. Только до 31 декабря при заказе шкафа-купе «Комод» в подарок. Данил Мастер. Телефон в Казани 2-167-166. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево комфортная, умеренно морозная погода. Возможны осадки. Днем минус 10-12 градусов. В набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге значительных морозов, как и осадков, не ожидается. Минус 9-10 градусов. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше местами возможен снег. Небольшой мороз до минус 10. В Арске, Кукмаре и Балтаси также станет заметно теплее. Минус 8-9 градусов днем. Возможны осадки в виде снега. В Болгаре, Дрожжином и Буинске пройдет небольшой снег. И также заметно потеплеет до минус 8. В Альметьевске, Чистополе и Мамадыше жители ожидают солнечный день и минус 9-10 градусов. Спонсор выпуска ПАО «Акбарсбанк». Живите лучше. Что значит жить лучше? Превращать мечту в цель. Находить вдохновение для достижения этой цели. И знать, что каждая сегодняшняя мечта действительно может исполниться завтра. Акбарсбанк поможет рефинансировать невыгодную ипотеку, а также получить кредиты на ремонт по ипотечной ставке. Акбарсбанк. Живите лучше. Спешите выбрать новогодние подарки любимым в сети ювелирных магазинов «Изумруд». Только до 31 декабря скидки до 60% на все ювелирные украшения из золота и серебра. Подробная информация во всех магазинах «Изумруд». В Казани будет облачно. Возможно, пройдет легкий снежок. Ночью около 9 мороза, днем минус 7 градусов. Ветер юго-восточный умеренный. Атмосферное давление в норме 765 мм ртутного столба. Влажность воздуха 88%. Магнитное поле Земли спокойное. Избавьтесь от варикоза навсегда, быстро и без боли. В клинике лазерной хирургии варикоза нет на Достоевского. Не берите в Новый год лишнего. Избавьтесь от варикоза. Новогодняя скидка на лазерное лечение до 20%. Скидка весомая, ножки легкие. Клиника «Варикоза нет» на Достоевского. 212 20 40.